Армысыздар, ардақты ағайын. Сегодняшнее мое видео посвящается очень актуальной теме. Эта тема, как казахи называли своих родственников. Согласитесь, сегодня многие современные казахи начинают забывать традиционные наименования своих родственников, которые были придуманы нашими предками тысячи лет назад. И когда мы говорим про казахские обычаи и традиции, то одним из самых важных элементов казахской культуры являются именно традиционные казахские наименования родственников. Поэтому казахом имеет право называться только тот человек, который владеет казахским языком, знает своих жетата, знает свой ру, разбирается в истории Казахстана и придерживается казахских традиций. Отсюда выходит следующий вывод. Настоящий казах и своих родственников называет согласно казахским обычаям. И если вы хотите, чтобы ваш сын или ваша дочь выросли настоящим казахом, то в первую очередь научите их называть своих родственников так, как это было заложено нашими предками. Итак, начнем. Близкого родственника казахи называли словом «туз». И самое главное, к «туз» относились все казахи, которые имели общих 7 предков. По-современному говоря, близкими родственниками считались все, кто вел свое происхождение от общего 7-го предка, пра-пра-пра-пра-пра-деда. Таким образом, одних близких родственников у каждого казаха было просто огромное количество. Туысхандар не могли жениться между собой и обязательно должны были знать друг друга. Поэтому все близкие родственники очень тесно общались и часто встречались, чтобы не терять родственную связь. Туыстар были обязаны помогать друг другу практически во всем. Дальние родственники у казахов назывались ағайын. К ним относились все казахи, которые не относятся к туз. Причем дальними родственниками считались представители нескольких групп. Это выходцы из одного рода, выходцы из одного племени, выходцы из одного жуза. Да и в целом все казахи считались друг другу дальними родственниками, так как по казахской родословной легендарные основатели 3 казахских жузов были родными братьями. То есть все казахи, я еще раз повторяю, были друг другу дальними родственниками. Вот почему у казахов говорили «Сұрай берсең, қатының да қарындасың болып шыға келеді» или «Әр қазағым жалғызым». В целом же всех своих родственников, и близких, и дальних, казахи называли обобщенно ағайын туз. Это показывает, что казахи в основном старались не делить родственников на дальних и близких. А теперь пойдем дальше и рассмотрим, как внутри подразделялись близкие родственники. Здесь сразу же следует помнить, что дальние родственники, ағайын, ни на какие группы внутри себя не подразделялись. Делились только близкие родственники. Итак, на какие группы внутри себя делились близкие родственники у казахов? Во-первых, все туыстар или туысхандар, то есть близкие родственники, делились на 2 группы. Дети, рожденные от одного отца и одной матери, назывались туғаным, то есть родной. А все остальные близкие родственники, и женщины, и мужчины, назывались бауырым. Это слово происходило от слова баур, то есть печень. Казахи считали, что за родственные чувства в организме человека отвечает именно печень, что именно печень якобы переживает и болит, когда у родственников случается трагедия. Поэтому всех своих близких родственников, которые не являлись родными, казахи называли бауырым. Самыми главными близкими родственниками любого человека являются, безусловно, бабушка и дедушка. Бабушку казахи называли әже, что в переводе с древнетюркского языка означает «самая старшая среди женщин» или «обладательница морщин». Дедушку казахи называли ата, что означало «предок». Никаких сокращений типа аташка или ажешка у казахов никогда не было.
Это считалось нарушением казахского обычая. И тут я хочу особо отметить, что словами «ата» и «аже» называли в основном только родителей отца. Что же касается родителей матери, то при обращении к ним обязательно добавлялась приставка «нагаше». И таким образом родителей своей матери ребенок называл «нагаше ата» и «нагаше аже». Это было законом и строго соблюдалось, поэтому родители с детства учили своих детей этим традициям. Идем дальше. Следующими близкими родственниками считаются родители. При этом следует сказать, что в любом вопросе, начиная от воспитания детей до решения бытовых вопросов, ата и аже стояли на первом и главном месте. Их слово считалось и признавалось законом в семье. Но вернемся к родителям. Очень жаль, но сегодня казахи давным-давно забыли о том, как же казахи называли своих родителей. У казахского народа не было слова «мама» или слова «папа». Многие считают, что эти слова являются русскими словами, и появились эти слова якобы тогда, когда казахская степь стала колонией Российской империи. На самом деле, слова «мама» или «папа» – это слова, которые пришли в Россию во времена Петра I из итальянского, голландского и испанского языков. А потом эти слова уже распространились в казахской степи. До того момента, как Казахстан стал колонией Российской империи, казахи имели свой, присущий только казахам, стиль обращения к родителям. Так, отец у казахов назывался тремя словами «аке», «көке» и «ата». Причем «аке» и «көке» – это были слова, которые использовал ребенок во время непосредственного обращения к своему отцу. «Ата» же – это символическое, гордое обозначение отца. Ребенок с этим словом не мог обращаться к своему отцу. Это слово «ата» использовалось в основном для того, чтобы показать окружающим, чьим потомком ты являешься. Ведь не зря 7 предков у казахов называются именно «жеті ата». Также и окружающие никогда не спрашивали у ребенка «акенгім?». Вместо этого было принято спрашивать «қай атаның баласысың? Атаң кім?». И тут, конечно же, появляются вопросы, почему казахи своего отца называли так же, как и деда, ата? Неужели нельзя было придумать другое слово? Ответ заключается в следующих обстоятельствах. Во-первых, называя своего отца ата, в сознание ребенка закладывалась идея о том, что дедушка имеет в его жизни такое же место, как и его отец. Во-вторых, называя своего отца ата, таким образом выражалось пожелание стать ему в будущем дедушкой и увидеть своих внуков. Точно так же была традиция обращения к матери. Непосредственно к матери ребенок обращался словами «щеше» или «апа». А за глаза использовалось почетное наименование матери «она». На каждую женщину казахи смотрели как на будущую тағы бір рудың немесе тағы бір елдің анасы. Поэтому словом «она» дети никогда не обращались к своей матери. Вместо этого они употребляли слова «щеше» или «апа». А словом «она» они гордились своей матерью за ее спиной. Таким образом, слова «ата» и «она» – это были не простые бытовые слова обращения. Это были символы, обозначавшие высокий социальный статус, поэтому эти слова не использовали в быту. Следами этого древнего казахского обычая гордо называть своего отца «ата» и уважительно называть мать «она» является тот факт, что мы до сих пор слово «родители» переводим как «ата-ана». Поэтому давайте учить наших детей называть в быту своих родителей «аки-щеше», а чтобы показать свою гордость за своих родителей, приучим называть их ата-ана. Идем дальше. Следующими близкими родственниками любого человека, конечно же, являлись братья. Старшего брата казахи называли ага, а младшего брата называли эне. И тут я хочу отметить одну особенность, которая присуща только казахскому народу. У казахов никогда не было понятий двоюродный брат,
кузен, племянник или дядя. Все мужчины любого возраста, вне зависимости, близкий это или дальний родственник, назывались только ага и эне. Если человек был старше тебя, то называешь его ага. Если этот человек младше тебя, то эне. А если мы учтем, что все казахи были друг другу родственниками, то это правило действовало при обращении к любому казахскому мужчине. Именно от соединения этих слов появился термин «агайын», которым обозначали дальних родственников. Таким образом, мы с вами видим, что казахи еще 1000 лет назад осуществили на практике правило «все люди – братья». Теперь перейдем к сестрам. При этом хочу напомнить, что и тут все женщины, вне зависимости, близкая или дальняя родственница, считались твоими сестрами. У казахов не было понятия тетя, двоюродная сестра, кузина и так далее. Старшую сестру казахи называли в основном апке, однако часто использовалось и слово апа. Апа, как я уже говорил выше, казахи так называли свою маму. А тот факт, что этим же словом казахи обращались и к старшей сестре, подчеркивал тот факт, что старшая сестра занимает важное место в жизни любого человека. Казахи считали, что старшая сестра – это единственный человек, который может заменить тебе мать в случае ее смерти. Поэтому и дочерей воспитывали так, чтобы с детства заложить в них такие черты, как заботливость, покровительство о младших родственниках. Младшую сестру казахи называли, исходя из того, кто к ней обращается. Братья называли младшую сестру харндас, что переводится как «единоутробная». Таким образом, казахи подчеркивали, что младшая сестра – это человек, который лежал с тобой в одной утробе у матери. И поэтому старший брат должен был понимать, именно на нем после отца лежит ответственность за младшую сестру. Мало того, старший брат имел права, которых не было даже у отца. Например, только старший брат и мог забрать сестренку из дома мужа, если ее там обижали. Или же старший брат мог наказать саму сестренку, если она того заслужила. Но в обмен за такую строгость харндас в любом возрасте имела право обратиться к своему старшему брату по любому вопросу, и старший брат был обязан помочь своей харндас, так как это было его обязанностью. Старшая же сестра называла свою младшую сестру сынгле, что переводится как последующая или подражающая. Уже одно это накладывало на старшую сестру огромную ответственность, и она поневоле старалась быть для своей младшей сестры хорошим примером. И еще в конце я хочу подчеркнуть одну особенность казахского народа. Как я уже говорил выше, родственников со стороны матери, без разницы дальний или близкий, казахи называли нагаши. Соответственно, и обращение к родственникам со стороны матери обязательно требовало включения приставки нагаша. Поэтому если брат был родственником матери, то его называли в зависимости от возраста нагаши ага или нагаши эне. Также и по отношению к сестрам нагаши апке или нагаши харндас. Еще раз подчеркиваю, это было законом и строго соблюдалось, поэтому родители с детства учили своих детей этой традиции. И в конце, сегодня наши дети кого попало называют родной, а слово «баур» практически потеряло свой смысл. Не понимают наши дети и того, кого называть агайын, а кто для них является нагаше. И это очень печально, так как сохранение такого безответственного отношения к нашим детям вскоре может привести к тому, что исчезнет сам казахский народ. Поэтому распространяйте данное видео, чтобы наши дети не забывали о том, как и кого называть. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которой мы должны гордиться.